Здравствуйте! Я рада приветствовать вас на своей кухне, где царит отличное настроение и творческий беспорядок. Безе – лакомство, которое любят взрослые и дети, хрустящее снаружи и тающее внутри. Обычно я покупаю его в магазине, но его с легкостью можно сделать дома. В эту волшебную миску у нас сейчас отправится 2 белка. И важно, чтобы в белках не было ни грамма желтка. Перед началом готовки обязательно помойте руки или наденьте перчатки. Нам понадобятся белки. И 160 грамм сахара. Берем миксер, вставляем насадки и взбиваем нашу консистенцию с медленного до среднего. Примерно на этом этапе нам нужно добавлять сахар. Примерно такой должна быть наша консистенция. Важно, чтобы мы не перевзбили яйца. Взбиваем дальше. Сейчас мы убираем желтки, стакан и миксер, чтобы они не мешали приготовлению. Итак, стол мы убрали от лишней посуды. Как у нас готова меренга, мы добавляем немножечко, щепоточку лимонной кислоты. Добавляем и перемешиваем это все лопаткой. Перемешиваем. Сейчас можно по желанию добавить красители. Я сегодня буду использовать 3 красителя. Это желтый цвет, красный и синий. Добавляем. Я беру сначала желтый. Добавляю буквально капельку на одну сторону. Синий на другую сторону. И красный. У нас как бы должен получиться треугольник в тарелке. Теперь важно нам аккуратно перемешать, так, чтобы наши красители не перемешались. Итак, у нас получилась примерно вот такая картина. Берем стакан, кондитерский мешок и насадка звездочка. Теперь мы на стакан надеваем кондитерский мешок, лопаткой аккуратно все это перемешиваем, берем и выкладываем. Вот, как красиво это все выглядит. У меня что-то упало, но ничего. Аккуратно. Самое главное, чтобы у нас ничего не вывалилось. Лучше несколько партий сделать, но зато все аккуратно будет. Итак, немножечко подвигаем. У нас он закрытый, потом мы его обрежем. Снова берем. Вот какая у нас консистенция. В принципе, нам этого должно хватить. Если что, мы еще добавим. Теперь аккуратненько сюда выдавливаем.
И надеваем вот такую вещь. Звездочка насадка. И вот это. И у нас все должно получиться. У нас получилось безе аж на 2 порции. Вот видите, как из 2 яиц много-много меренги получается. Добавляем снова аккуратно. Таким вот образом, немножечко подталкиваем. Вот. Самое главное, я еще раз повторяюсь, не пересбить белок, потому что иначе у вас ничего не получится. Вот. Добавляем. У нас еще есть здесь. Очень легко со стенок миски снимается наша меренга. Вот. Добавляем. И теперь, после того, как мы добавили большую часть нашей меренги, мы надеваем насадку. Вот. Приподнимаю. Довожу до конца. Вкусно! Теперь нам нужно вот здесь у мешка обрезать часть. Поставить нашу насадку и закрепить кольцом. Итак, я взяла бумагу, у меня она уже заранее смазана, то есть мне не нужно смазывать маслом. Итак, я обрезала, кладу на противень и возьму, наверное, вот этот мешочек, чтобы показать, как я его делаю, как выдавливаю. С помощью насадки получается довольно красивое безе. Вот. Если бы у меня была меренга, ну или безе, чуть гуще, то получилось бы намного красивее. Поэтому лучше немножечко взбивать дольше. Вот. Можно также поэкспериментировать с формами, размерами. Вот. К примеру, можно сделать так и вот так. Можно маленькие сделать. Я сейчас покажу, как это делается. Оп. Вот такие вот. Так, можно сделать какую-то интересную форму, размер. Вот. Это, я называю это безе-гусеница. Итак, дальше нам нужно, например, можно сделать звездочку. Оп. Раз, раз, раз и раз. Вот. Ой. Немножечко капнули, это не страшно. Безе оно легенькое. Вот, и самое обычное можно доделать. Также я скажу, что самым без насадки тоже легко справиться. То есть нам не обязательно покупать насадку для того, чтобы сделать безе. Я немножко обрезала, чуть-чуть выливаю, чтобы было аккуратнее. Она у нас, видите, какая яркая. Давайте попробуем. Вот. Без насадки тоже прекрасно получается. Делаем. Они у меня более радужные. Также, кстати, можно взять палочку или зубочистку. Сейчас я принесу зубочистку. И я принесла зубочистки. Также можно использовать, например, палочки для суш. То есть мы просто сейчас поставим с вами аккуратненько. Да, так, мы взяли мешочек. Так, заранее все-таки чуть-чуть капнем. Оп. Такую аккуратненькую линию сделаем. Поставим нашу зубочистку. Аккуратненько. И смотрите, что мы будем творить. Это магия. Раз, раз, раз и раз. И получается своеобразное безе на палочке. На самом деле можно взять более большую палочку, еще раз повторюсь, потому что это мини-вариант. Вот. Таким вот образом.
Вот. У нас уже противень даже заканчивается. Как много из 2 белков получается безе. Так. Нам даже надо как-то подвинуть. Это надо сделать максимально аккуратно. Возьмем за свободный край, стараясь не задевать. Кстати, вот, примерно так. Мы чуть-чуть доделаем. Вот. Важно это сделать заранее. Наши белки, иначе просто превратятся в жидкость. И вот какие-то свободные места можно доделать. Оп. Кстати, меренгу также можно использовать как самостоятельный крем, например. То есть не обязательно из этого делать пирожное. Можно сделать торт и вот такую вот меренгу использовать как крем. Сейчас нам нужно эту противень поставить в духовку на 45 минут при 70 градусах. Время для интересных фактов. А вы знали то, что безе и меренга это одно и то же? Есть 3 вида меренги: французская, итальянская и швейцарская. Мы готовили на французской меренге, так как ее более легко сделать. Слово безе происходит от французского как поцелуй. Для слова меренга существует 2 гипотезы. Одна говорит то, что ее изготовили в городе Марингене итальянским шеф-поваром. Однако вторая гипотеза более реальна. То, что ее изготовил шеф-повар Гаспарии в 1692 году. Итак, берем миксер, вставляем стакан и миксер. То есть минимум посмотрите масло. Вот такое безе у нас получилось. Какое же оно вкусное и ароматное. Если бы запах передавался через камеру, мне кажется, вы бы тоже приятно удивились. Ну вот и все. Пирожное готово. Представьте, как за чашкой чая вы лакомитесь вкусным безе. А мне пора прощаться. Пока-пока.